Примерно сколько по времени занимает? Я не могу сказать, сколько. Мы уже почти полчаса стоим. Это еще только полпути. Полпути, да. Начало пути, очищение. Видите эту огромную большую деревянную штуку вдали за несколько метров от нас? А за сколько вот прокатить? А как звать оленей? На мне сейчас традиционный холодай, сшито на заказ. На голове у меня традиционная национальная бастынга. Очень необычное соревнование. Девушка бежит первее, за ней бегут спортсмены. Кто первый ее догонит, тот и выигрывает состязание. Очень интересно. Кумыс. Делается он, наверное, из чего? Из кобыльего молока. Всем привет! Мы в Якутии на самом грандиозном традиционном празднике всех якутов. Называется он Исэх Туймады. Место Усть-Хатын. 30 плюс жары, 2 дня, 19 площадок, 110 культурных программ, 10 из которых мы вам покажем. А также смотрите вместе с нами всю атмосферу народов Саха. Погнали! Исэх – это древний якутский праздник, посвященный общению с небом, зримый символ которого народа Саха является солнце. Слово «Исэх» можно перевести с якутского как «изобилие». Исэх проводится везде, где живут якуты, то есть по всему миру. Итак, собственно, направляемся мы на территорию Усть-Хатын, спешим скорее на торжественное открытие. Сейчас посмотрим, как выглядит вход. При входе в саму местность мы увидели девушек в национальных одеждах, которые встречали всех гостей. Скажите, пожалуйста, нам, что это такое вообще и как это, зачем, для чего оно нужно? Это из конского волоса, дейбир называется, и отгоняет от злых духов, можно сказать, да, и используется также при благословении. А какие-то определенные нужно мошки устраивать или просто? Да нет, вот просто вот колокольчик тоже изгоняет злых духов. Да, спасибо. Благословляет. Это обязательно, да, церемония при входе? Да, обязательно. Приветствие обязательно. Жители, да? Очень интересно, спасибо большое. Погнали дальше. Вначале очень важно пройти на территорию через главные ворота. Мужчины по правую сторону, женщины по левую. Каждого гостя очищают из своеобразного дымокура, в котором горит навоз. Обычно его жгут, чтобы отгонять комаров, но на празднике у этого действия свой смысл, связанный с символом этого исэха – лошадью. В принципе, проходим через какие-то большие, огромные врата, идем в очередь. Где последний? Девушки с той стороны. Ой, I'm sorry, оказывается, женщины в другую сторону проходят. Надо круг сделать, да? Нет. Нет? Заходите, пожалуйста. Просто пройти. Если хотите, можете делать круг. Но желательно. Тут есть оладушки, пахнет какашками. Навоз. Сделаем по правилам. А сейчас мы пройдем и посмотрим, что же такого интересного можно найти на самой территории Усть-Хатын. Дальше что будет? Вот дальше вот проходят, и потом что будет? А там дальше будет, арчилаган. А примерно сколько по времени занимает? Я не могу сказать, сколько. Мы уже почти полчаса стоим. Это еще только полпути. Полпути, да. Начало пути, очищение. Очень долго, оказывается, ждут жители Якутии такую огромную очередь, чтобы просто пройти обряд очищения. Здорово. Вот такая огромная территория, все жители проходят через нее, ручки тянут вверх к солнцу, так как хотят зарядиться этой солнечной энергией. Сейчас мы спросим в конце какой-то колокольчик, мы узнаем, для чего он нужен и вообще куда идти дальше. Здравствуйте. А расскажите, почему колокольчик так сюда делают, ударяют? Это же вибрация очищения. Это уже конец, да? Да. А потом куда идти дальше? После колокольчика. Вот, полностью. Куда хотим? Пространство, да. Это просто очищение было. А зачем люди руки кверху поднимают? Это солнцу, благодарность солнцу идет. Именно в конце? Верхним божествам. Здесь работает полностью энергия божеств. Именно здесь конкретно? Ну, здесь, да. Все понятно. Очень интересно. Теперь мы можем посетить наконец-таки торжественное открытие. Типа закончили наше очищение. Колокольчик не ударили, ну ладно.
Мы же не проходили его изначально, поэтому ничего страшного. Ну что, погнали на торжественное открытие, дорогие друзья. Все. На протяжении многих веков праздник отмечался в день летнего солнцестояния. Он, как известно, выпадает на 21 июня. В последнее время дата праздника стала плавающей. В Улусах Якутии праздник лета отмечают приблизительно с 10 по 25 июня. Так что за лето можно погулять сразу на нескольких праздниках. Но самое главное для всей Якутии – это Исэх-Аланхох и Исэх-Тумай. Итак, огромная местность на территории Усть-Хатын. Оказывается, здесь есть программка, по которой можно будет посмотреть, куда нам, в принципе, идти. Тут все рядышком написано. Каждая площадка, 23 площадки, оказывается, будет на Исэх-Туймады. Все разбираются. Нам, видимо, нужно на... Сейчас скажу... На 11. Да, нам нужно будет на 11, и там будет вот прямо открытие, вот нам туда. Ну вот и то самое место, где проходит то самое торжественное открытие, когда начинается Исэх-Туймады. Тут опять-таки же есть колокольчики, нужно будет дотронуться и загадать желание. Это будет маленький такой элемент, чтобы очиститься при входе в на эту самую площадку. По-моему, сейчас будет настолько крутой показ, что люди запаслись едой, напитками. По-моему, будет огромный стадион. Так. Ладно, мы не будем дотрагиваться до колокольчика, он слишком высоко. О, чапата. Получилось, все, мы очищены. Дорогие друзья, теперь нам нужно выбрать укромное классное место, чтобы понять вообще, куда нам сесть. Капец. Оу. Праздник начинается с древнего ритуала – окрепления огня и земли кумысом, благословения присутствующих и просьбы к верхним божествам ниспослать всем благодать. Все это исполняет Алгыс-Чит. На сцене прям начинается зажжение священного огня, на верхушках чаши на них горит навоз. Алгыс – это такое посвящение и благословение. Его проводит сам Алгыс-Чит, человек, который может читать молитвы якутским божествам, произнося Алгыс. Он просит у верхних божеств покровительства и благословения. При этом обязательно окрепляет огонь и землю кумысом, национальным напитком всех якутов. А вот и сам национальный танец Осохо. Это символическое единение всех людей в одном большом хороводе. Совершая размеренные движения, они движутся по направлению Солнца. Движение по кругу напоминает движение Земли вокруг небесного светила, которое она совершает за год. Считается, что участие в танце сулит благополучие и наполнение энергией и новыми силами. Ведущий запевала называют Омохаджи, непрерывно, который исполняет песни, вознося хвалу всему тому, что происходит. В песнях праздничного хоровода воспевается сила природы, ее красота и величие, а также наступление благодатного лета и изобилия. Видите эту огромную большую деревянную штуку вдали за несколько метров от нас? Сейчас мы пойдем и посмотрим, что это и, в принципе, что это из себя представляет. Алукмас – один из символов празднования Исэха. Это большое деревянное священное дерево всех народов Саха. Оно символизирует связь трех миров, потому что, как правило, у якутов есть три мира. Нижний, где живут злые духи, верхний, где живут верховные божества, и срединный, где живут люди. Я получала энергию от природы нашей. Внутри мы нашли месяц нашего рождения. И да, и как бы там находишь месяц июль, ставишь руки и тоже желаешь себе всего прекрасного, думаешь о светлом. Вот, это все. Кумыс – это один из важных атрибутов Исэха. Этим молочным напитком угощают божества Аи. Готовится кумыс из кобыльего молока, которых доят коневоды. Итак, самое приятное у народов Саха – это их национальная кухня. Сейчас мы попробуем традиционный напиток кумыс, правильно? Да. Правильно, кумыс. Делается он, наверное, из чего? Из кобыльего молока
делается. И вот делаем мы специальную закваску. На что похож вот вкус? Ну, это вообще божий вкус. Я бы не сказала, ни на что не похоже. Но он очень приятный. И у нас закваска вот особенная. Мы пока секреты не раскрываем, да? Ага, и немножко есть вот послевкусие, вкус земляники, скажем так, или можно березовых почек, вот такое, да? Ага, мы нальем его сейчас в специальный чорон, Да. так называется. Это национальная посуда чорон. И вот Чуть-чуть совсем. кумыс из чорона пьется. Ой, пахнет, кстати, молоко и квас. Я первый раз пробую. Ага, да. Это и Петурантаева, и Салданский. Ой, как необычно. А там Да? же нет. И Ага. послевкусие ягодки какие-то, реально есть ягодки. У нас- Послевкусие такое, как будто квас смешанный с молоком. И кислинка вот такая вот. Спасибо большое. А почему лепешки? Я вот видела лепешки практически везде. Они это ваш какой-то оберег и почему-то кидают? Оладьи. Они из чего делаются? Просто? Из молока. И все. Можно мы у вас еще про палочку вот с мясом купим, возьмем с собой? Да, конечно. Ага. Ага. Это называется ляхе, так как мы вот это занимаемся разведением лошадей, это жеребятина, мясо жеребятины. Мясо, вот такой вот вкусный маленький мини-обзор. Мы сегодня узнали про кумыс, мясо. Спасибо вам большое. Эссех – это праздник не только для якутов, но и для других народностей, которые смогли сегодня посетить это место. Смотрите, тут даже есть олени, различные парнишки там одеты в национальные костюмы. А как звать оленей? Они кушают травку. Надеюсь, им не жарко, потому что солнце, тут пекло, просто жара, плюс 30, наверное, здесь. Мне кажется, все довольны, все счастливы, кушать траву, а у меня хартана палочка, и сейчас мы будем ее есть. Хартана палочки и кумыс – это идеальное соотношение, идеальная комбо для национального блюда именно на Эссехе. Эссех – это праздник семейный. Каждая семья заранее тщательно готовится к нему, шьют праздничную одежду, готовят национальные блюда и во время праздника обязательно проводят совместную трапезу со всеми родственниками. Уважаемые и почетные члены семьи дают благословение молодому поколению. На самом крутом масштабном празднике самое главное у народов Саха – это их национальные костюмы. Сейчас мы возьмем и спросим, что же на них надето, как красиво они выглядели и что они на себя надели именно в этот праздник. Всем привет, меня зовут Татьяна Бадоева, я прилетела из Бурятии, я блогер-нумеролог, и на мне национальное бурятское платье. Оно, конечно, более современное, и, по сути, это головной убор с такими бурятскими мотивами, и платье тоже с бурятскими орнаментами. По сути, конечно, если идти в историю, у нас более скромные платья, просто это более усовершенствованный вариант. Как вам? Вообще классно. А почему красный? На самом деле красный, просто это ярко, красиво, тут нет какого-то... Нет, я 4-й раз, я была уже на Эссехе в прошлом году, мне безумно нравится. Вы каждый раз так наряжаетесь? Да, каждый год. Нет, я каждый год придумываю разные наряды. Это ваш вообще прекрасный, супер, спасибо. Спасибо большое. На мне сейчас традиционный халадай, сшито на заказ. По цене мне обошлось весьма достаточно бюджетно. Пошив составил 8 тысяч, и сам материал стоил где-то вот примерно 8 тысяч. Весьма бюджетно. Что на голове, на шее, как это называется, или вот на руках еще что-то есть? На голове у меня традиционная национальная бастынга. Вот спереди это традиционная линька бихер. Также есть вот пояс.
традиционный браслет, ну и весь вот женский национальный комплект. А сколько примерно это стоит, если это, наверное, в серебре, или сколько женщина тратит на такое украшение? Если чистое серебро, в данное время серебро очень сильно подорожало, ну, примерно где-то вот обходится весь полный комплект где-то от примерно 100 тысяч, если прямо рассмотреть очень-очень добротный комплект. А если рассматривать комплект среднего класса, это примерно где-то может обойтись где-то 50-60 тысяч рублей. А может бюджетника тогда? Да. Все, спасибо вам большое, хорошо. Мужчина у нас носит вот такой национальный костюм. Сейчас мы узнаем, как он называется и что из себя представляет данный ремень, который у вас есть. Костюм мы одеваем в Республике Саха-Якутия, особенно вот такой день, праздник Исех, где мы встречаем лето, и вот после долгой нашей зимы холодной, вот все собираются, якутский народ, и вот все дружно отмечают этот праздник. Костюм, вот этот якутский костюм, одевается каждый год в великие праздники, и вот. А как называется костюм? Костюм, национальный костюм. А как костюм называется? Камзол. И на нем надевается вот ремень. Ремень украшается узорами. Узорами это берег, харускал демалар. И вот дейбир у каждого мужчины должен быть такого цвета. Это настоящий конский. Настоящий конский дейбир. А зачем вы его с собой носите? Носит он защищает от злых духов. И вот такими движениями себя оберегаешь и чужих духов обгоняешь. И она также от комаров, от мошки помогает. Ага, ничего себе, Да. лайфхак такой. Лайфхак, ага. Кстати, на традиционном празднике Исехи почти везде есть якутские оладьи. Так народ Саха задабривает природу и дает ей угощение. Как рассказывают предания, во время Исеха на землю прибывают солнечные боги Аи. Именно для них народ Якутии устанавливает коновязь, что называется Аи-Серге. Такие ритуальные столбы считаются главным символом праздника. Устанавливают их неспроста, ведь, как верят якуты, боги спускаются на землю на своих необыкновенных огненных конях. По традиционным представлениям Саха, Сергей является символом мирового древа и оси всей Вселенной. Целью задобрить небесных небылиц Сергей украшает цветными лентами. В наше время символика Сергея расширилась, и она олицетворяет дружбу и единство всех народов. Поэтому вы спокойно можете подойти к данному столбу и загадать целых 8 желаний, а также получить энергию от солнца. Прямо за моей спиной вот эта огромная торчащая штука из земли называется Сергей, и люди загадывают целых 8 бесплатных желаний, представляете? Сейчас мы тоже попробуем и спросим вообще, что это такое и как это делается. Что вы делали и, в принципе, конкретно про сам обряд? Это обряд очищения, это обряд Сергея, это Сергей, но мы здесь очищаемся. Люди кладут ладошками, например, ладошкой. Это мы просим, да? Мы просим благословения от высших Всевышних сил. Это мы верим им. И при этом можно загадать желание, да? Да, и да. А почему именно 8? Потому что 8 сторон? Да. Да? У нашего Сергея есть 8 сторон, и мы привыкли, чтобы было 8 желаний. Они 9, но мы каждый год приходим, и это сбывается, да. Как правило, сбывается? Да, как правило, сбывается. Игры Дыгына стали визитной карточкой спортивных состязаний Исеха, а его победители – национальными героями, олицетворяющими образы якутских богатырей – ботурами. Прямо сейчас восторженные визги со стадионов, потому что идет национальное состязание у всех якутов, называется он Хапсагай, целью которого встречаются два мужчины. Нужно будет сделать так, чтобы соперник коснулся земли любой части тела. А приз будет вот этот вот квадроцикл и лодочка. Очень необычное соревнование. Девушка бежит первее, за ней бегут спортсмены. Кто первый ее догонит, тот и выигрывает состязание. Очень интересно, потому что бежит она абсолютно в якутском Халадае.
Вау! Ой, она так устала, ей не жарко? Какой большой, какой огромный. А за сколько вот прокатить? Они общаются, у них коннект. У якутов священным животным является лошадь. У них даже есть бог лошадей Джохогой Аи. Кстати, якутские лошади способны выдерживать экстремальные морозы. Всю зиму они спят на ногах, а их вес, несмотря на небольшой рост, может доходить до полутонны. Настоящие якутские лошади, огромный конь с жесткой гривой. Нужно держаться за седло и идти прям вот так. Господи, страшно. А нет, не надо. Бежать не надо. Ну, ускоряйся. О, а ему не тяжело точно, да? Он не хочет туда обратно. Не хочет? А как это вы поняли? Вот давай, иди. Очень прекрасные животные эти лошади. Пойдем, давай. На холмик. Есть, давай, лошадка, давай, молодец. Якутские лошади самые прекрасные лошади. Ой, он ускорился. Один из самых ярких ожидаемых спортивных мероприятий национального праздника Иссех-Туймады являются конные скачки. Итак, мы на скачках. 3 лошадки поборются за первое место. Как было сложно, несложно, и в принципе, насколько тяжело содержать лошадь? Вопрос этой машины для меня, наверное, владельцем. Давайте как спортсмен. Владельцем, а не мне. Ну, вам как спортсмен. По-моему, общая сумма на год 750 или где-то тысяч, да, одну лошадку. Страшно было? Вы давно этим занимаетесь? Я уже привык, так сказать. Итак, именно в этом году на Иссехе-Туймаде появилась новая площадка в ВК, где молодежь сможет отдохнуть в течение целого дня. Тут еще раздают бесплатные коктейли, между прочим, поэтому респект огромный организаторам и всем, кто участвовал. Кстати, в зоне ВК-площадки сегодня для гостей состоялось выступление местных коллективов, а также известных артистов и блогеров из России Романа Каграманова, Тима Акимова и Эсми. На самом деле, когда я летела сюда, я испытывала максимально смешанные чувства, потому что когда вот мне стукнуло 8 лет, я переехала из Нерюнгри в Москву, получается. И спустя долгое время я тут не была. И, получается, впервые за такой долгий период времени я вот тут появилась. И это так классно, прямо такая ностальгия. Я чувствую себя тут почему-то очень хорошо. На самом деле, я никогда еще не выступала под гитару, под акустику, просто в минус. Поэтому для меня сейчас это будет в новизну. И я на самом деле немного волнуюсь, прям у меня ручки. Я уже сказал на сцене, что мне очень нравится этот народ своей вот этой вот колоритностью, культурой и то, как сами эти люди чтят и хранят эту свою культуру. Вот. Я считаю, что многим народам стоило бы поучиться этому. Вот. Но вот и настала та самая кульминация Иссеха – это встреча солнца. В день летнего солнцестояния не принято ложиться спать, ведь можно пропустить рассвет. Появление светила на небосклоне для якутов связано с необыкновенным чудом. Солнце возвещает о наступлении поры возрождения, о новом цикле жизни. Именно при проведении встречи солнца совершается окуривание и разведение костра, дым которого призывает небесных богов спуститься на землю. Ну вот и закончился день, который ждал весь народ Саха, ну, в общем-то, и вся Якутия. И, надеюсь, мы передали вам всю эту атмосферу, которую мы прочувствовали здесь с народом Саха, узнали очень много чего нового, попробовали еду, и, надеюсь, вы кайфанули от просмотра так же, как и мы здесь. Я ухожу в закат!